AudioJungle. Праздник Наурыз уже прочно вошел в нашу жизнь, став, как это было в старину, истинно народным. Его прихода ждут все казахстанцы, независимо от возраста, национальности или географии проживания. С незапамятных времен в Казахстане считалось, что Новый год наступает ранним весенним днем 14 марта. У каждого народа существуют традиции и обычаи, которые из века в век переходили от старших поколений к младшим. Эти ценности имеют объективную основу и оказывают самое положительное влияние на воспитание лучших личных качеств человека. В Казахстане сила обычаев очень велика. Например, проявление уважения к старшим. Детей с самого раннего возраста учат быть приветливыми и сдержанными по отношению к взрослым, уважительно разговаривать с ними, неукоснительно следовать их мудрым советам и указаниям. Корису Айт – особое торжество, дословно свидеться. Именно с него, 14 марта, у нас начинается празднование Наурыза. Порой бывает важнее даже самого дня весеннего равноденствия, ведь родственные узы превыше всего. Утро праздника в наше время начинается с того, что каждый знакомый подходит к тебе и протягивает две руки в приветствие со словами «Бир жасынызбен». В глубокой древности казахи, занимавшиеся только кочевым скотоводством, начинали пересчитывать скот, когда оставалась только одна неделя до весеннего равноденствия. Люди ликовали, что закончилась такая длинная зимняя пора, шли в гости друг к другу, чтобы обсудить свои дела. И, конечно, начиналась подготовка к Наурызу, светлому празднику во славу не только весеннего равноденствия, но и обновления природы, празднику, олицетворяющему в Казахстане плодородие, дружбу и любовь. В праздник Корису обычно посещают старших по возрасту родственников, а в прежние времена знаком особого уважения почитался обычай поздороваться со старейшим в ауле. В некоторых местностях и в наши дни люди с раннего утра принимаются обходить аул и к середине дня уже успевают поприветствовать всех односельчан. Во время Корису особенно ярко проявляется традиционное казахское гостеприимство. С самого раннего утра все ощущают счастливую и радостную атмосферу домашнего очага. Недаром в народе так любимо высказываются: «Как встречаешь, узнаю по твоему взгляду, как уважаешь, узнаю по твоей чаше». Специально в этот праздник никого в гости не приглашают, но каждый гость долгожданный. В доме готовится угощение, все, чем богата семья, выставляется на дастархан. Это целый ритуал. Принято младшим первыми протягивать руку для рукопожатия старшим. Младшие братья и сестры посещают дом старшего родственника. Родительский шанырак спешат каже ата внуки. Это самый лучший повод за дастарханом простить друг другу возможные обиды. Добрым знаком было, если в этот день идет снег. Считалось, что если снег, то природа дает людям свое благословение. Такое чудо происходит достаточно часто. Именно 14 марта с небес начинает сыпаться мелкий белый снег, который в народе называют Наурыздан Акша-Кары или белый снег Наурыза. В прежние времена было принято в праздник Корису доставать и развешивать предметы одежды и вооружения. Этот обычай назывался жилкеру и означал, что Новый год наступает как для одушевленных, так и неодушевленных предметов. Остается только пожелать, чтобы такие праздники были у всех народов.